нас? 76%. Заправим, наверное. Чтоб было. Красота. Хорошо. Здорово, ребята. В общем, деревня. Конец октября. Такая пасмурная погода, дождливая. Идет дождь, моросящий, знаете, такой. Ну, такой самый настоящий осенний. Погода, в общем, ребят, такая, знаете, как сентябрь. Вообще октябрем не пахнет. Ну, по прогнозу, ребята, через недельки-две уже, наверное, будем макать мормышки. Это не точно, но если так будет стоять погода, то, скорее всего, да. Ну, 2 недели это 2 недели, ребята, это 15 дней, это полмесяца. Соответственно, без рыбалки мы не сидим. Осень, сезон налима, естественно, ребята, сборы и выезжаем. В общем, можно сказать, очередная экспедиция. Ну, если, я считаю, ребята, если езжаешь более 3 дней, то это уже название как экспедиция называется. То многие там что-то угорают, непонятно. Ну, не знаю, сами хотя бы жили по 3-4 дня в лесу или в палатке, независимо с рыбалкой, то как бы, может быть, у вас есть понимание. А так, то не понимающий, то не знаю, может быть, как бы и смешно для него. На диване это понятное дело. Всегда клюет, теплые лунки, 5, 10 и так далее. Вот, ребят. Давно не было Сереги с Кирова. Знаете, наверное, кто давно на канале, кто такой Серега. И часто задавали вопросы, когда приедет. Короче, где-то он прет, ребята. Где-то он гудит, едет. Вот. И, короче, мы с Серегой хотим заехать в лес, пожить, порыбачить. Ну, заезжать будем, ребят, не у меня, а поедем туда, где недавно были, где мы поймали бонуса. В общем, с Сердцом созвонился, говорю, ес, хотим вот прокатиться, там туда-сюда, в общем, подсказал, рассказал, там, где нельзя встать, потому что ребята там промыслом занимаются, в общем, кодовое слово там и все остальное. Так что попрем, ребят, туда, вот, и поживем 3-4 дня. Берем с собой лодку, ПВХ у Сергея, Гладиатор 9.9, Серега тоже взял, как у меня. Серега поменял машину, взял Ньюасика, короче, много чего поменялось. А сколько я Серегу не видел, наверное. Последний раз он приезжал года 2, наверное, ко мне по весне. А так он стабильно заезжал осенью, весной. Жили на льду, жили на берегу. Вот. Сейчас у него были там небольшие проблемы. Ну, все вроде разрулил. Красавчик. В общем, ждем Серегу. Сегодня, наверное, потихоньку соберемся. Я не знаю, во сколько он приедет. Трубки не поднимает что-то. А я в деревне, ребята. Алена Сергеевна в отъезде. Я здесь как за хозяина. Ну и здесь сборы у меня, все вещи. Вот. Скорее всего, будем брать прицеп. Сейчас надо по деревне созвониться, найти прицепик. Вот у кого-то взять в аренду. Небольшой, потому что Нива-то Нивой, но палатки, печки, раскладушки и лодка с мотором это уже как минимум не влазит. По-любому нужно прицеп небольшой. Ну и короче, как-то так. Сегодня, наверное, ночуем здесь. А завтра с ранья
с раннего ранья такого прям, в общем, прям. Забил уже на дождь, забил на вот это все, вот это будет мокрить, морось вот этот. Короче, думаю, ну а что делать, если всю неделю такая погода, ну что потом. Доберемся, поставим лагерь, палатку поставим, печка есть, все что. Уже есть обогрев, будем, вещи будут сохнуть, как бы, с донками там разберемся, в общем. Вот. Так что, такие дела, ребята, так что впереди очередной сериал, я так думаю. Постараюсь, конечно, поснимать побольше, и быт, и готовочки какие-то, и рыбалку, возможно, будет какая-нибудь хорошая рыбалка. Ну, я надеюсь. Так что только вперед, ребята. Так что давайте заварим кофеечек, ребят, и приятного просмотра. Поехали. Нарисовался наконец-то, ё-моё. Звоню, не берет трубки, думаю, мало ли что случилось. В родные пенаты заехал. Пятидверочка. Посерьезнее будет. Красавчик. О, на музяке дядька. Здорово, Серега. Сколько лет уже не был? Год. Год? Больше? В том году только не был. Больше же, да? Ну это второй получается. Весной же не приезжал. Осенью прошлую не приезжал. И вот это осень. Второй год. Весной ездили вот в крайний раз, когда еще летали на это. Да. Ну красавчик. Я-то думал тебя уже не ждать, я думаю, случилось что-то, блядь. Не, ничего. Думаю, Серега не должен подвезти. Бля, я только сейчас из города выезжал. Пробки нахрен. Ну понятно. Ну, красавчик. Так, братцы, ну что мы на сборах? Сейчас поедем за прицепом. Договорился с одним, ну блин, не знаю. Такая погода. А если его чем не накрыть? Ну вот я думаю, или только его брать каким-то баннером, у меня там есть, накрыть баннером, или все-таки искать тендованный. А на будущее надо покупать свой, чтобы не было такого говна. Всегда сделаем списки, сейчас поедем мы в другое село, там магазины подешевле, как минимум. Ну и так что-то, тут дома что-то есть, Серега там что-то привез, в общем, по продукции. Сейчас список составлю. Вот сюда обычно список составляем, чтобы потом не думать в магазине. Прошелся, быстренько закупился и погнали, короче. Время у нас 2 часа. Так что как раз сегодня нам надо будет полностью все затариться, загрузиться спокойно, что-нибудь приготовить на ужин, покушать и спать. Утром пораньше уезжаем. Вот такие дела. Сейчас попрем лизингу по магазинам. Что, выезжаем часиков 5? Ну да, в 6 расцветает как раз нормально. Нет, даже на пораньше. Поедем-то как, по кольцевой или по городу? По объездной. По объездной. Просто видишь, с утра на работу все поедут и все, чтобы нам, как говорится, не толкаться, не топтаться. Не зацепимся мы там. Ну, считаем, Мы объедемся. до этого, до Сыктывкара час проедем. Ну да. Да, так. Ну если ты там говоришь 130, ты там. Блядь, это без прицепа. Да понятно. С прицепом ты так не погонишь. Конечно, конечно. Да не, нормально, потихоньку поедем. Я вообще с прицепом-то ни разу не ездил. Ну видишь, будет у тебя опыт первый. Не, так по трассе-то как она себя ведет? Нормально, мы возьмем маленький прицеп, мы не будем брать кундованный там 3 метра, маленький возьмем. Виталич, хлебушек, пару буханочек. Свет, тут белого, черного? Пекарня хорошая, вкусная. А, белого, черного? Давай белого бери. О, огонек. Вообще пойдет. Так, идем дальше. Так, макароны. А в тюрьме, говорит, сегодня ужин, макароны, да, Серег? Давай, возьми каких-нибудь. Что-нибудь, таких каких-нибудь. Таких. Да, он бери, да, пойдет. Полностью, Серега, тоже выпусти. Что? Вот эту верхнюю выпусти тоже. Ага.
Там этот, надо себя. Все, падай. Дядя, подзакидай. Да, да. На борт положил, на борт. О. Это что, вдоль борта? Ну там, да. Налиметник. Налиметник. Подъем. Так, нали мы не поймаем.
Ну что, братцы, все на месте, как будто и не уезжал. Недавно совсем здесь был. Все, долетели, ребят. Ну как, что? Выезжали, такая погода была мерзкая, дождь херачил. Время 9:45. Мы выехали 5:30. Вот, получается, сколько ехали. Все, на Невасике мы тут слепанулись. Слип такой, конечно, ну, не такой уж простой. Я имею в виду, на пузатерке туда не пройдешь. На реке ветрище, холодрище, северяк дует. Но это ни почем. Это на Налима самое то. А вот позвонил уже Лехе. Леха на связи. В общем, привезет нам миножник. И все. Сейчас будем качаться, разгружаться. Посмотрим, как у нас получится. В одну ходку, в две. Ну, в принципе, на моторе не особо много. Может, даже и кучу нагрузим. Как бы без глиссера пойдем по тихой грусти. Такие дела. Все. Экспедиция начинается, ребята. Впереди 3-4 дня рыбалки. Поживем и видим, как говорится. Погнали. Серега, пока выгрузим, все. Турно доставать надо. А потом перегрузимся, все сложно. Чтобы ничего не мешало. Как вот это котелок как раз. Что там, Серега? Животные, говорю, наши. Животина, да? Да. Животина, это хорошо. Все, ребята, Леха привез миножник. Красавчик, спасибо. Наживка будет, я думаю. Не знаю, ребят, смотрите, сколько вещей. Это только мои. Куча у Сереги. И лодку 350. Базара 0. ПВХ, она славится грузоподъемностью. 500 килограмм у Сереги.
У меня была 380, там вообще под тонну. Просто придется гору нагрузить, неохота 2 ходки делать. Но все же нужно, все нужно, блин, все в кайф. Потому что едем надолго, соответственно, нужно все. Чтобы было и там удобно, и там удобно. И снежок, ребят, пошел у нас. Снежочек. Вообще огонь, заезжаем. Ничего не остается, как, короче, 2 ходки делать. Нагрузили, блин. Ну, самое тяжелое. Там еще по мелочи. Ну и Серега, понятно. В общем, греюсь. Серега здесь, а я на точку. Там выкинусь. И обратно за ним. А что делать? И обратно, наверное, также придется. Ну, поменьше что-то будет там. Еды. А так, я думаю, рыбу наловим. Ну, короче, поехали, ребят, что делать. Время есть, в принципе, нормально. Барашки, ребята, вещи, блин, скачут. Боюсь, чтобы не потопить ничего. Ну и тут местами, смотрю места, в общем, заезжаю вот в такие моменты. Потому что вот в принципе здесь вот классно бы было постоять. Есть лес, есть дрова, пляж как бы есть, и недалеко лагерь можно разбивать. Там все-таки получается обрывы, и с той стороны пляж. А с донками там с пляжа далеко кидать не забросишь, а за кидушками можно. А донки с той стороны, с обрыва. В общем, кататься тоже такое себе. Ну вот есть местечко, конечно. Прикольное, кстати, для ночевки. Ладно, едем дальше. Так, друзья, ну что, как вам обрывчик? Я думаю, шикарный. Смотрю этот, как его, чтобы снастей не было. Просто могут местные оставлять, как бы, ну, на ночь топят, в общем, и этот, чтобы на чужие снасти не воткнуться. Так, в принципе, вроде нормально. А так вот, ребята, хороший приямок, точнее, не приямок, а яма. Мощная глубина здесь, хорошая. Течения нету, кидать далеко не нужно. Ну и, соответственно, можно заниматься донками, не только закидушками, но и донками. И такой приличный обрыв, можно ходить не по этому, а прям вот воды нету, и можно прям вот ходить прям классно. Ну и палатку, получается, все вещи наверх надо будет затаривать. Как-то так.
дальше. Вторая ходка. Блин, лишний километр. Ну а что делать? Ладно, отходим от бухты. Ух ты! Пошла, родная! Блин, а что-то как-то не клеится, ребята. Вообще не клеится. Я что-то так подумал, вроде как, ну обрыв, да и обрыв. Тут обрыв ебенячий, бля. Тут сюда вещи хрен затащишь, бля. Кое-как сам поднялся. Нет таких мест, где можно было спокойно слазить. Блин, а? Дела какие. И поле здесь. Дрова получается аналогично. Тоже вести надо на моторе. И тоже в гору поднимать. Блин, это хреново, вообще хреново. Так-то бы. Что делать-то, блин, а? Что делать? Думаю, башка шапку куплю. Ну куда тут нахрен? Нашли подъем, ребята, там вот в самом конце. Блин, думал, палаточку поставим. Доночки туда, доночки туда. А сейчас вообще какая-то ни 2, ни 1,5. Ну на камеру непонятно, ребят. Ну туда хрен зачепучишься, блин. А бегать с донками ноги пообломаешь точно здесь. Короче, как-то так, не знаю. Будем что? Ну, вдвоем, в принципе, мы в одну корзину работаем. Как бы. Донки общие, как бы, ну, рыба в один садочек. Это-то понятно. Просто, блин. Что-то как-то не складывается пока. Ну да ладно. Какую-то веревку, Серега, надо тут. А? Какую-то веревку надо тут. Захода 4, наверное, не считая то, что 2 раза на лодке. Вот заехали, бля, а? Ё-моё, бля. Приехали, блядь. Куда привез-то, Серега? Я? Ну, бля. Может, ты привез-то? Фу, ребятки, ну чё, как-то так оно происходит у нас. Охренеть. Вот эта забросочка. 3 этапа, короче, забубенили вещи. Но ничего не остается, как вот здесь, ребят.
Здесь более-менее. Тут, видать, рыбачат по весне. Вот, костерок здесь. И здесь такая натоптанная. Тут лагерь поставим. Потому что бутылки эти смущают, конечно. Ну что, и чисто из-за этого я не стал туда вставать. Потому что, ну, уже обозначено как минимум. Так что трогать, залазить туда не будем. Тут разбросаемся как-нибудь. Ходить придется, конечно. Вот. Ну что, сейчас, наверное, палатку быстро поставим. С дровами тоже тут не важно. Что-нибудь надо будет добывать. В кустах сейчас посмотрели, походили. Ну такие, знаете, дрова. Вот. Что-нибудь наковыряем, короче. Все, уже жрать охота. Да, ну не знаю, посмотрим, как по рыбалке у нас получится. Все это мелочи, конечно. Фух.
вроде как будто бы мы немножко угомонились. Ну как угомонились, еще не угомонились. Расставляемся, располагаемся. Поставили палатку. Потом покажу, что как у нас все выглядит. Прям на пустыре здесь, короче. Зато обзор какой. Да. Короче, и так, ребята. И так пробовали, так. Вот эта бутылка смутила, зараза. Хрен знает, что там. Продольник, перемет. Прям в том месте, где я стоял. Да, местные люди сказали, это может просто зацеп кто-то отметил. Ну да, может какой-то зацеп коряга. Но я когда стоял, никаких зацепов там не было. Донки кидал. Ну и прям туда. А хрен знает, приедут люди потом вопросы задавать. Скажут, видишь же, бутылка, ты что, слепой? Короче, ребятки, мы перекусить и дрова, и донки. Снасти надо. Ну там снасти с фонариками, нам главное обозначиться быстро. У нас время уже 3 часа. С 5:30 мы на движухе. Офигеть. Вот. Все у нас зарядники. Дров еще наковырять хотя бы на ночь. А завтра, может, с Серегой сушняка притащим с берега где-нибудь. Сегодня так на полисадник там пильнем. Парламент, говорит. Парламент, да? У нас как в парламенте здесь. Парламент это вам не регламент. Да, это не регламент. Надо, ребятки, сейчас по-быстрому колбаску там что-нибудь зажуем. Быстренько. Живые. А, Живые, говорю, ремахи-то. а что им будет-то? Они Ты же тогда кому-то и с концами тоже. Ой, у меня знаешь, сколько уже? Это уже там 6 штук, это уже с комплекта короче. А так-то что, они стабильно, ну, бактерии убиваются там, все нормально, так что что им будет? Все, бухнем, я думаю, хватит. Знаю, если пацаны кто-нибудь сейчас придут, кто-нибудь. Пацаны, когда придут, туда и достанем. Тогда и достанем, да? А пока нас двое. Короче, сейчас вот мы движуху наведем, все будет у нас ништяк. Опа. Домашнего, да, пока? Так, полотенышко, все вроде четко. Ну чё, друг мой, бля, мы такой путь проделали с тобой. Охренеть. Охренеть. Главное, чтобы налимы такие же были, как дорога, длинные. Не, толстые. Давай, пускай длинные будут. Нормально. Идет. Давайте, ребятки, здоровья. Надо взбодриться. Да. Ел, конечно. А я думаю, что за хрень? Пробило где-то. Угу. Пробитие, блин. Думаю, где-то что-то этот. В майонезе Где-то что-то подтекает. подтекает тут, но чем интересно пробил. Ну, с такой дорогой тут неудивительно. Угу.